Всем доброго утра. На часах уже 8:57, 9 часов, 29 ноября. Ну а мы еще в избе. Страшно выходить. Мы что, враги своему здоровью, что ли? Минус 30. Минус 30, уши заворачиваются. Я понимаю, кто привык уж там в Якутии, там где-то минус 40, минус 50, но для нас минус 30 это уже очень холодно, и мы просто шумит шуга, слышно аж до сюда вот просто смысл проверять палки. Они сейчас будут зашугованы. Если она сегодня встанет, река, мы просто завтра эти палки поднимем из зашугованности и перекинем на чистые места, где встала. Это раз. Смысла нет в сегодняшней проверке. И вторая причина это то, что у нас живцов осталось на одну проверку. Лучше мы сейчас покушаем. Днем немного, когда отпустит, попробуем по ближним водоемам поискать живцов. Ну а также в надежде, может быть, окуня, щуку найдем. В общем, будем... А так у нас с матрасами мы сегодня выспались. Часов, наверное, 10 спали, да? Такого уже давненько не было. Ну, под мороз, морозить сопли тоже, решили никуда не идти. В общем, друзья, сегодня у нас отдых. Отдыхаем, ждем потепления. По прогнозу было где-то 21-22. Вчера вот созванивался с домом. Они сказали, прогнозное это место 20. А видишь, возле реки ударило все 30. Так что находиться на реке сейчас и в воде это не очень хорошо. Есть хорошо. Да, не очень есть хорошо. Хорошо в избушке сидеть. Мы уже приготовили завтрак, Иван Григорьевич. Вон картошечка с поджаркой, огурчики маринованные. Домашнего засола. Домашнего засола. Чайковский. Помылись, почистили зубки. Все, уже где-то, наверное, час мы уже ходим. Но там вот на улице очень холодно. Даванул мороз, так даванул. Ну и пусть давит. Да, надо. Нам обязательно надо, чтобы река встала сегодня. За ночь бы лед сантиметра 3-4 появился на реке, а этого уже вполне достаточно, чтобы... Даже подойти к кромке. И потом мы будем выбирать места между зашугованностью, открытые места. И когда уже лед не будет идти, вот эти места останутся чистые. Потому что сейчас в шуге кидать, вот я вчера, камера у меня села, налима вытаскиваю, как еще он не сорвался, попал за губу. А его как мешок вытаскиваю, как перину, он шуга вот так идет с палкой, налим там это все. Еле-еле-еле, потом смотрю, налим появился. Вытащил. Резко вот такая в шуге, вот такая. На налима вот так вот набилась уже. Херня это все. Я тебе говорю, я спускался вот так в шугу, на вихре. Еду между льдинами, тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух, за малым. Потом раз, блин, за что-то зацепился. Мотор, блин, наш поднимает. Оглядываюсь, вот как вал, блин, вот такой вал через, ну сколько можно поднять. Думаю, да что там, блин. Я раз мотор поднимаю, елки. Проволока, перетягу ставили, и она обросла, и подняла ее на самый верх. И, блин. Налипает, намерзает на нее. Да, и зацепился мотором. Вот удивительно, вроде бы вода плюсовая температура, да? Шуга плывет минус. Да. И любое препятствие, то палка, И то сразу налипает. леска, то проволока, тем более железная. И на нее просто нарастают, и вот... Кое-что, конечно, оставили из продольников. На завтрашнюю проверку небольшая надежда есть. Совсем небольшой. Сняли где-то, наверное, половину сняли. Просто наверху смысл отдалбливать лишнее. Но лучше потом на новом месте их закинем, да и все. Так что на завтра улов у нас, скорее всего, большой не будет. Это 100%. Да и не надо. Валентина сказала, рыбу не лови больше. Налима-то. Налима лови, язей уже не лови. Вон еще тех некуда девать летних. Полные морозилки. А ты пробуй вот так вот ребрышки. Вот я ей сказал. Валя делает в кляре ребрышки. Надо попробовать. Конечно.
Я говорю, очень хорошо. Берешь крупные эти, выдернул. И вкусно, и быстро Да. прожаривается. А это на котлеты. Жик. Ну, я не с костью кручу, все равно. Кости убираю, я так Ну филе, да, филе нож позвонок. берешь, так раз Да. отрезал, Да. и потом или Она ножиками, тоже. ложком, жик-жик-жик-жик, все, остается позвонок, я Она собаке тоже, варю. она позвонок отварит еще с головами. Холодец Выберет уху. Уха остается на второй день, холодец застывает. можно. Как мне поправили, это, говорит, не холодец, а заливное. Да, да. Холодец это с мяса, заливной с рыбы. Не хуже, чем щучьих голов получается. Не хуже. Как жить свободно? Не понимаю. Это что ты? А это скажут, а там что скажут? Да. Живи, что пусть себе Так, что кто хочет, как то и хочет, да. говорит. У тебя же своя линия жизни, ты занимаешься и спортом, и скажут, он дурак бегает с утра. Ну так и что, буду сидеть с утра Винтики. на лавочке, да, скажут, у него крыша поехала, он тут сидит каждое утро. Ну и не так, не сяк, да пусть говорят, что хотят, как хочу, так и живу. Да, как мне Да, нравится. я к этому привык, ой, сколько говорили, я же хожу в эту художественную самодеятельность, говорят, да он, наверное, помешан на эту художественную самодеятельность. Я говорю, не помешан, а мешаю. Художественная самодеятельность с работой, с рыбалкой, все это перемешиваю. Это у меня винегрет такой жизненный. Что мне? Если я буду одним заниматься что-то, и дома столько дел, и все. А если Если люди... бы обращал бы внимание на эти разговоры, сядь и сиди, А и если- смотри, как они живут. Кто рано встает, тому Бог дает. А кто спит и мнется, тому ничего не дается. За это стоит выпить. Да. За жизнь прекрасную, за Зорьку красную. Зорька сегодня была просто красная, Да. морозом. Мороз искрится. Это радует. Река встанет, откроются новые дороги, Да, мы- откроются новые перспективы. Мы никуда не торопимся. Все-таки мы испытаем наши места, которые мы приметили летом Да. еще. Вот надо. Ну, Так что, друзья, немножко осталось, совсем немножко подождать. туда никак не доберемся. А вот сегодня все позволяет, обстановка, добраться туда, потому что некуда больше. И исследуем все озеро до конца. Да, будем. Так что дай Бог вам здоровья. Так что сегодня целый день в избушке сидеть мы не будем. Сейчас позавтракаем. Температура, надеюсь, немного потеплеет все-таки к полудню. Конечно, это у нас с утра на восходе всегда давит. Тридцатник, сами поймите, это не слишком-то комфортно, я скажу так, находиться. А заболеть сейчас это расплю. Ну как, в такой, если двигаться, не заболеешь, но главное, двигаешься, потеешь, потом остановишься, тебе Да. сразу Холодно. холодно. Вчера я тоже мокрый, пришел в избушку, мокрая рубашка. А руки у меня все вчера потрескались, стали как наждачная бумага он Ну, зато на рыба, морозе. зато рыба не сорвется. Да, как цапанул, да? Пока, друзья, всем приятного аппетита, кто принимает пищу. Всем приятного отдыха, кто уже ложится спать. Всем доброго утра, кто проснулся. Ну а нас впереди ждет рабочий день. Сегодня действительно будет Да. такой жестковатый рабочий день у нас, но ничего страшного. В избе сидеть мы точно не будем. Ну вот, 22 градуса, 23. А это значит, уже теплее, уже заметно теплее. Вот 8 градусов потеплело. Солнышко уже поднялось. В общем, друзья, выходим, выезжаем. На Печору пока мы сегодня не поедем. Попробуем половить на озерах, потому что нужен живец, это раз. И во-вторых, мы попробуем все-таки поймать щуку, которая, если на жерлицу клюет, попробуем сегодня балансиры, попробую ратлин. Взял вот такой вот балансир. Буду пробовать на этот балансир. Взял, друзья, сейчас покажу. Вот такой вот ратлин. Еще там второй у меня есть. Заказывал эти ратлины с Алиэкспресса.
В общем, будем пробовать. Ну, а потом, если поклевок не будет, поклевок на озере, мы все-таки один участок съездим все-таки и проверим, наверное, потому что живцов у нас осталось мало, живца нет. Но на будущее хотя бы поднимем эти палки, чтобы без толку не торчали в шуге. Это на следующий раз, когда мы приедем, будет просто меньше работы. Все, впереди у нас тяжелый рабочий морозный день. И до вечера встречаемся за ужином. Я вам расскажу и покажу, что мы делали сегодня в течение дня. Ну а если что-то будет интересное, вы это сами увидите. Все, погнали на рыбалку. Так, друзья, вот такая вот прекрасная погода сегодня. Морозная. И вчера вечером на озере проверил жерлицы. Сработок не было. Сегодня ухожу, наблюдаю вот такую картину. Теперь я понимаю, кто мог похулиганичать тогда на озере. Тогда следов не было видно, теперь видно вот следы. Подошла выдра вот оттуда. Подошла, пришла к жерлице. Просто взяла жерлицу и вон потянула насколько. Вон она потянула. Оттянула жерлицу, сделала сработку. И пошла. Пошла по всем жерлицам пошла. У меня еще сердце ёкнуло, говорю, о, сработочка. Вот. И там как бы горит флажок. Но я думал сначала, что это сработка, но это далеко по-любому не сработка. Если следы, это значит тоже проделки выдры. Вот она везде здесь находила. Хулиганит капитально, вон. Подошла сюда, побегала и, видать, дернула за флажок. Я представляю, как она испугалась, когда сработал флажок. Вон. Тоже ничего здесь нету. А просто сработку сделала выдра. Вот такая вот хулиганка. Теперь я точно знаю, что это не собака, не люди. А похулиганичала на том озере тогда тоже выдра, утащила. Зачем она тащила этот флажок, эту жерлицу? Груз до льда поднялся, дальше не смогла, я оставил. Хорошо, что хоть не перекусывает. Вот сегодня мы на этом озере будем пробовать ловить щуку, ловить окуня. Ну а что получится, не получится, вы сами все увидите. Солнышко уже высоко, скоро оно сядет. Оно сейчас вот там вот поднимается, здесь уже садится. Оно уже скоро будет день зимнего солнцестояния, самый короткий день. Ну как скоро? Через 3 недели. Все, пошли буриться, пошли пробовать. Вот такое длинное озеро. И сейчас мы здесь будем искать рыбу. Друзья, была поклевка. Лунок 10 уже обошел. Все было тихо. И вот наконец-то первая поклевка была. Кто-то тюкнул. Не знаю, что это было. Скорее всего, окушок, потому что щука бы по-любому ударила. Но ударчик был. Он включил камеру, не знаю. Случайность это была. Но была это 100% поклевка, потому что я так вот поднял, отпустил, и было тюк. Пробуем так. Кто-то здесь был. Не хочет. Но тюкнул уже хорошо. Это уже есть надежда. Ладно, не буду тогда ждать. На морозе камера сядет быстро. Спрячу пока ее в карман.
Друзья, и все-таки, посмотрите на мое лицо, на довольную харю мою, блин. И все-таки сегодняшний морозный день удался. Гонял ратлином вот все озеро. Ну, один раз вот была поклевка. И тут Иван Григорьевич говорит, у меня вроде поклевка была, он на мормышку. И в это время я на него смотрю, и у меня что-то вроде тык. Я говорю, вроде поклевка тоже была. Кидал ратлина, бесполезно. Думаю, дай-ка поставлю желтый свой балансир. Представляете, ставлю балансир, кидаю, не успел рукавицы одеть. Бам! И вот она, друзья. Вот она, щуренция, вот такая вот красотулечка. Вот она, моя хорошая. Вот Янцикадан. И все-таки морозный день сегодня удался. Не зря уже мы морозим больше 2 часов. Вон, больше килограмма по-любому. Янцикадан. Ну, теперь вот такой вот желтый балансир. И он сработал. А ратлина не хотели. Удача, друзья, удача, ура. И это, я просто сейчас, день уже удался. Просто здорово, я просто счастлив, друзья. О, ну теперь я буду кидать только балансир. Может быть, еще повезет. Так, друзья, у меня опять была поклевка на балансир. Специально отошел, чтобы одеть камеру, включить ее. Потому что в такой мороз рыбачить с постоянно включенной камерой это буквально на 10 минут съемки и все. А на Silver 7 модели аккумулятор не меняется. Но была же поклевка, была. Где ты? Была поклевка на балансир, четко выраженная. Ну все. Плохо клюет. Рыба походу есть, но клюет, но очень неактивно. Не знаю, что ему не хватает. Или наоборот, все хватает, то, что она не клюет. Все. Окоченел. Поехали, Иван Григорьевич, в избушку, наверное. Вот, да, вот здесь, на этой лунке, вот была поклевка на балансир раз. Я потом вытащил балансир, пока включил камеру, думаю, чтобы запечатлеть поклевку. И все, потом пробовал, уже не клюнуло. И больше нифига. Ветер поднялся, мороз. Поехали в избу, съездим, погреемся, да, на вечерний клев еще попробуем, выйдем. Как думаешь? Сейчас бур заберу. Ага. Он играет как хорошо. Если щука цапнет, оторвет. Нет. Да пусть хоть оторвет, только цапнет. Вот Да. именно. Я уже... Да, нас... Ты не замерз? Нет. Я окоченел полностью, у меня А руки я вон- замерзли. Сколько лунок? Считай. Вот бур. У тебя даже шея вся открытая, блин. Погрейся. Шея у него постоянно открытая. А я... Видим, вон этой стороной надо вот так прогуливаться и пойдем. Не, я сейчас пойду согреюсь. Съездим, согреемся. И потом уже, если только на вечерком выйдем. Ты там Ладно, будешь? все, избушку. Не знаю, поедем в избушку, погреемся. Бур надо выпустить. И потом на вечерний клев. Поехали. Друзья, пообедали, попили чайковского. Сейчас опять поедем на то озеро. Немножко еще побурим, часик-полтора. Хочу показать вон, как Иван Григорьевич поправляет ножи на ледобуре. Обыкновенная наждачная бумага. Крупная, да? Ага. Крупная. На тряпке. Не на бумаге, а на тряпке. Он просто берет вот так вот. Да, вот так вот. И чтобы с этой стороны ниточка появилась. Бородка. Да, бородка вот. Ниточка появилась. И вот этот вот, как иголка. Уже. И ниточка есть.
Тут уже я наточил. На Печоре была шуга во льду, немного ножи Да, и там- потупились. Там и песок поднимается, и... Хотя тупой бур, с одной стороны, в морозы тоже хорошо, хоть греешься, блин. Да, он дает тепло. Тепло прямо идет от бура. Да. Вот так вот, раз. От себя к центру, да? Нет, вот от себя, да, сюда. Ну, к центру бура. Да, к центру, чтобы на носок этот. Вытягиваешь, получается. Да, вот так. Ну так, пальцем прижимаешь аккуратно, Надо чтобы тут этот палец- аккуратно, чтобы об второй нож, главное, не поранить. Вот именно так. Вот. И она, вот с этой стороны, видишь, ниточка. Получается ниточка. И это как иголка, вот как крючок острый. Сейчас поставил только начало и все. Пошло дело. Все. Будем бурить. Поехали. Часик-два у нас еще есть до темноты. Да. Так, у нас время уже 6 часов вечера. И у нас ужин. Вроде ничего сегодня не делали, да? Устали больше, чем делали. Устали больше, чем делали. Мороз. Задолбался Караник, да, отдалбливать жерлицы, вон, отдолбил свои 11 жерлиц, сохнут. Представляете, замерзло вот так вот, сантиметров 30. Долбил, выдолбил все-таки. Щук не было, к сожалению. Так, я вижу. Отдолбил. Все, жерлицы пока убрали. До потепления я их не поставлю, потому что морозы без снега это что-то с чем-то. Так бы снегом прикрыть. Да, да. Все промерзает насквозь, вот так вот замерзло. Ну что, жерлицы убрали. Палки завтра уберем, потому что надеемся, сегодня ночью река Печора наша встанет. И если встанет и будет место, переставим. Не будет места, просто поднимем и временно уберем. Может быть, так и сделаем. Ну, наливая, то уйду. Рыбацкого за ужином. Ну, без рыбацкого грех за ужин-то садиться. Так, конечно. На ужин у нас сегодня Я согласен. жареная картошка по половиночке, понемножку, по маленьким, продлеваем удовольствие. Жареная картошка с яйцами. Как блюдо это называется, Вань? Ты же Который? готовишь. Вот это блюдо, как у тебя называется? Яичница. Яйки бульба. Яйки и бульба вместе. Нет, у нас картошка. Это в Беларуси бульба. А да, а у вас как? У нас картошка. Тоже картошка? Да. Понятно. Холодец, огурчики, все четко. Капусточка. Капусточка. Но сегодня день не прошел даром. По рыбке мы поймали. Иван Григорьевич под занавес все-таки поймал своего окуня. Маленький, но рыба. Долгожданный. Да. И теперь он Целый. сказал, что завтра знает он, где уже окунь, и пойдет завтра с утра туда прям. Прямиком туда, и они должны клевать. Обязаны. По плану завтра должен был быть выезд домой, но сказал Иван, если, говорит, будет холодно, манал я эту дорогу, Не поедет. дорогу дальнюю, Да. даже хоть и постелю матрас, говорит, никуда не поеду, пока не потеплеет. Конечно, здесь тепло, хорошо. Продуктов у нас Продукты у хватает, нас на неделю еще. потому что выехали на 3 дня, и каждый взял продуктов на 3 дня на двоих. И так что 6 дней мы здесь можем, если что, и рыбу он пожарим. Да, рыбы, ведро рыбы, еще неделю. Давай, Иван Ну, ладно. Григорьевич, за приятное времяпровождение. Давай, дай Бог. Друзья, за вас также. Дай Бог здоровья, вам тоже здоровья. Не хворать. Рыбалки Против- пока нет, показываем, как мы живем. Да, против пандемии. Нормально. Пошла. Ну, как этот говорит. Ну, за понимание. Он много чего говорил. Да. Я специально карту игрально покупал. С тостами от Кузьмича. Не от Кузьмича, а как его. Михалыч, да, он был. Да. Михалыч! Ну вот они там водку жрали и реально ящиками, блин. Ну это кино, конечно, на самом деле так бы сгорели уже от водяры. По-любому. Конечно. Или медведь бы порвал. Дома я столько не ем.
Некогда. А тут нагуливаешь аппетит за целый день. На свежем воздухе-то. Температура начала было подниматься до 21, а сейчас уже опять 23. Опять начало холодать. Хотя по прогнозам должно было, вчера звонил домой, должно было 15 быть. Где 15? Меньше 20 не отпускалось. Не поднималось, вернее. Это хорошо, пусть. Пусть надо, чтобы река замерзла, главное. Ну все ж таки зима. Это же зимний месяц. А смотри, выдра-то какая хитрая, да? Да. Я все винил на том озере, что люди, собаки там, Ага. жерлицу. А представляете, было бы тепло и не было бы этой пленки, что Да. задерживает Она грузила. хватает жерлицу и побежала. И рыбу на лед. Да. До того прочуханная, что вытаскивая жерлицу, получается 100% она может вытащить и рыбу и сожрать. О, мозгов-то. Если Так будет- она и научится, да? Флажок горит, ага, здесь Да. рыба. Да, вот именно. Ну, ужас. Не думал, что дикие животные могут быть такими умными. У них же Ладно, на палках всех Налимова, всех я здесь вытащила, блин. Она и сюда на озеро пришла. да, там тоже учует. Куда мы, туда и выдра. Григорий даже не поленился, сходил по караулю его там. Не пришла, говорит. И просто посмотреть. Озеро уже просматривается, вон какое солнце. Цыганское солнце. Да. Если она там бегает, так я выжу. Я пацаном на зайцев ходил. Возьму ловца ружье. Там скирды соломы. За соломой, ну, метров 60 от скирды. Возьму сено, наложу сено. И на третий день прихожу, следов заячьих море. Сел в солому, зарылся вот так вот. Солома это от пшеницы, да, что Да, остается? да, такие скирды сложены. Сел, зарылся, тепло, все, и ружье наготове. Только смотрю, блин, а там же зайцы гораздо длиннее ноги, чем здесь. Русаки, да? Да. Больше наших. Конечно, в 2 раза такой. Прыгает, как, блин, как козленок. Прыгает и сразу к стену. Один отсюда, один оттуда. Прыгают, еще что-то там пытаются друг другу лапой ударить. Блин. Но я в лунные ночи тоже ходил, вот такие ночи. Смотрю, там подпрыгивают, что-то играют, блин. Думаю, ну сейчас. Пацанам это сколько лет тебе было? Ну, в 8 классе был, в 7, Уже 8. с ружьем ходил, да? Да. Во сколько лет оружие это доверил отец? Он доверил, может, я был в 3 классе или в 4. Я ходил загонять зайцев. Вот молодые посадки. Набираю еще пацанов, всех соседей. И отец там на углу стоит, заяц-то выскочит на поле, или, а тут же такая, как типа просеки, или в лес прыгнет. И он там стоит. А мы тут Как с гончие, палками, как гончие, да? посадка же большая, так метров 100, так, да, так. И, короче, стучим по этим дубкам, блин, выгоняем его. Выгнать, то слышим, бабах, есть. А он же не знает, сам человек стоит еще. А мне он в 9 классе, наверное, только доверил. Типа мать не разрешает. А пацаны, одноклассники с 5-го, кто с 6 класса уже на уты ходили, там рябчика по белкам. Я первый раз выстрелил, упал нафиг. И плечо как... Я же держу плеча. Попал? Нет, он просто там яр, скалы. И говорит, вот туда, в скалы, на, стрельни. После того, когда побегали уже по лесу. Ну и что, чтобы эхо, там такое яру эхо. Баба, блин, мне в плечо, я, блин, раз и сел на задницу. Блин. Попал? Он говорит, Попал? нет, я же просто воздух. А, Он говорит, надо упор взять, прижать к плечу, что ты. А он хорошо заряжал патрон. что за ружье было? 16-й, одностволка. Курковка. Да.
А ты в курсе? У тебя вообще первая добытая дичь там что было? Заяц, утка. Заяц. Заяц был? Один? Да, я вот тогда, когда первый раз пошел на эту засаду, и сразу мне повезло. И сразу грохнул А заяц. вот в коме такое поверье, да? Кого ты первого добываешь, белка, заяц, Да. глухарь, там, рябчик, то такая жена будет. Первая жена у тебя на зайца была похожа? Мгм. Прыгала сюда-сюда. За чего и расстались. Понятно. А у меня... Блин, не вспомню даже. Белка. Ну, не ведра, надеюсь. Не, выдру я не добывал. Она меня обхитрила. А первый, наверное, отец, наверное, белку мне давал стрелять. В классе 7, 6, наверное. Из-под собаки я белку добыл. Получается, батя такой: ну вот, теперь, говорит, жена у тебя будет как белка. В колесе крутиться, наверное. И, как ты говоришь, прыгать туда-сюда. Прыгает-то заяц, да. А белка орешки грызет, точно. Валя, семечки только так щелкает, блин. Золотые. А в детстве, я говорю, вот каждый вот с раннего детства у нас охотились. Путики сами делали, вот у взрослых, скажем, свои путики. Дети себе делают в ближнем окружении свои путики. И попадали глухари, глухарки вот на петли попадали. Рябчики. Тогда дичи в море было. Я тебе же рассказывал, что куропаток я в классе, наверное, 5 или 6 прямо на полях, Сереге говорил. Прямо на полях здесь, возле Покчи. Ну, девочка. Да, даже, ну, напротив садика, тут ближе даже. Поставил 8 петель, что ли, и 2 куропатки попались. Но одного украли, знаешь, как мне обидно было. Я в 5 классе. Конечно, ну, до И слез. видно, что лыжня подошла, и взяли куропатку и ушли. Я со слезами пришел, отцу рассказываю. Говорит, не плачь. У тебя, говорит, от этого только прибавится в жизни. Мгм. Если, говорит, ты своруешь, у тебя, говорит, все пропадет в жизни. А если у тебя своровали, у тебя в жизни, говорит, все прибавится. Ну, главное, говорит, ты ни у кого не бери. Вот в том-то и вопрос весь. Он говорит, то, что кто берет чужое с петель, это, говорит, не охотник, это, говорит, как ворона, падальщик, говорит. А говорю, тогда мы гоним лося, ну зачем мне эта куница там висит в капкане? Ну, я потом спросил Ивана, я говорю, а кто тут охотится еще? Он говорит, тут Сабанян ставит капканы на куницу. Сабанянин, ты Собянин. Да, Толик. Потом я Толику гружусь, он на погрузчике работал. Я говорю, иди там, куница висит Но на этой горе. отец, правда, говорил, если, говорит, найдешь на петлях чужую птицу, себе не бери, но, говорит, земли подними и повесь на да. сучок, на березу, чтобы, говорит, воронье не склевало. А петлю, говорит, можешь настроить и по новой. Хозяин придет, там глухарь, там глухарь. Можешь, говорит, не настроить, твое дело, но, говорит, птицу желательно убрать. Сегодня в деревне проводы в армию. Рыбака. Димку забирают служить. Ну, сейчас служба на год, но все равно. Каждый день, говорит, но он чуть с опозданием идет. Человек закончил высшее образование, получил профессию, диплом. И вот призываются сегодня проводы, завтра уедет топтать сапоги. Или сейчас что там, ботинки или что, я не знаю. Берцы. Каждый день, говорит, сейчас буду ходить в любую погоду каждый день, чтобы насытиться, говорит, наперед. Он и ходил. И капканы, и рыбалка. Все, каждый день. Каждую свободную минуту. Я тоже там, если человек рыбак-охотник, там ты соскучишься, я помню. Служили в Германии тоже. А утка там рано летит, где-то, наверное, в начале апреля уже она идет. Да. Или если не конец марта, ну, рано.
Там и зимы-то как таковой не было. 8 марта уже подснежники в лесу собираем. Пролетят кряквы, и у меня аж в душе так защемило. Тоска такая по дому. Думаю, ёшкин кот, говорю, когда же домой-то, а? Вот пока не видел, еще нормально терпимо. Только начали утки летать, у меня же душа тоскует, я уже не могу. Домой охота. Письма пишу, я говорю, ну что там, как там, батя? Да, мать такая. Река только первые продвижки, батя в курьер-сети поставил, свежатину уже попробовали. Утка, рыба это всегда на столе Конечно. круглый год. Единственное то, что свежепросольного не было зимой. Зимой он ловил только налима. Белой рыбы не было зимой. А вплоть до ледостава шугал он сетями, не вода. И только началась весна, только первый лед сошел, у нас уже свежая рыба на столе всегда. Насчет этого всегда. Зимой только налимы были, да. Больше ничего. Ну и соленая. Ну, соленая, да, которая с осени. Он и... Ну, на налимов-то он, да, он меня научил. А, скажем, спиннинг, все такое у него не было никогда. Не знал, что он спиннинг тогда. Да. Дорожки. Дорожки Кораблик был. Да. Всё. Это Есть у меня тоже. Дорожку кидал. Дорожку. ножки сами вязали, да? Да. Тройники сами паяли, наверное. Не, он Да, так покупные. А одинарные крючки? 3 крючка ставит, И потом связывает, да? между ними проволоку, так, и потом тут медную проволоку. Даже без пайки, да, просто забыл. Да, и тут волосы конские поставил, приматывает по очереди, все обстриг. Вот, говорит, вот на эту. Такие крупные мушки были, харис, блин. Семен, ты знаешь, попчата, сижмы-то, которые, ты говоришь, еще это, куртку-то подогнал. Ну, Игорь отец. У него брат переезжал, они одно время тут с братом вместе жили. Никому не клюет, им клюет. Я говорю, в чем причина, Семен? Даже зимой. У нас, говорит, мушки самодельные. Так у многих самодельные, что? Мы, говорит, волос туда берем. С подмышки, говорит, это. С подмышки, блин, как же брата-то звали? Он Семен, а тот Миша. У него рыжий волос. Мишка вол вроде был, да. Он, говорит, возьмет, говорит, с подмышки волос вот этот, ну, рыжий, допустим, или какой. Скрутит мышку, говорю. Мушку. Блин, харюс ловится. А говорю, что своего нет? С моего, говорит, не так. У меня, говорит, темный, там жесткость не та такая своя, говорит, и уже харюс не так берет. Я ему хотел подколоть, знаешь, прикололся, говорю. А оттуда, говорю, с трусов не пробовали, говорю, волос-то туда. И он на полном серьезе. Почему нет, говорит, пробовали, конечно, говорит, не берет. Ну, у меня жесткий. Там, говорит, жесткие, кучерявые там, и, говорит, это. А вот у брата, говорит, с подмышки, говорит, лучше всех, говорит, мушки получаются. Я и замолчал. Я хотел его подколоть там, он на полном серьезе. Почему не пробовали? Пробовали везде. На мой, говорит, с моей подмышки, говорит, плохо клюет. А, говорит, у брата, говорит, просто изумительно. Мушки сделаем. У него и цвет, и мягкое, говорит, и все четко, говорит. Надо будет как-то Интересно. что-то выдумать тоже. Интересный человек, конечно, такой. Да. Сколько ведь ему? 60 с чем-то и тоже есть, наверное, да? М. Брат рассказывает, Витька, прошлый год, говорит, рыбачим. Он, говорит, тоже рыбачит. Морозец, говорит, такой. Вдруг, говорит, удочку положил. И там до следующего рыбака, говорит, 800 метров, около километра. Побежал. И не просто, говорит, легкий бег, а как будто за лосем. На полной скорости, говорит, бегом. Несколько секунд, и он там уже. Ну что, как у тебя здесь клюет, не клюет? Да вон, говорит, там пару жиганов туда-сюда. Я думал, обратно. и он обратно с такой же скоростью подошли. Семен, что случилось? Да ничего, греюсь. Я, говорит, если, говорит, пробежал бы 100 метров, я бы, говорит, сдох бы, наверное, уже. А тут, говорит, он просто, говорит, этот километр на полной скорости на всех. Греюсь. Это он так греется. Человеку 60 с лишним лет, он на полной скорости в зимней одежде, как сайгак это считай. Так ему лося догнать, это 5 секунд получается, блин. Здоровье. Руки у него как это, Кинг-Конга, ты же говорил, да? Ну, он говорит это,
убегал от медведя. Он убегал? Да. Или говорит, медведь от него? нет, медведь бежит, говорю, сзади. Я бегу и думаю, на дерево лезть или просто бежать. Думаю, да нафиг, на дерево пока вылезешь, он тоже вылезет. Я бегу. Оглянулся, нет его. Я говорю, ну как ты бежал, блин? От медведя это сложно убежать. Ну, я говорю, он такими, блядь, прыжками, если он, может, 50 просто, километров в час развивает. ну, может, просто медведь так пошел, а он как увидел и как чесанул 3 километра от него отбежал, там оглянулся, нету его. Все, там. Медведь, наверное, так, ничего себе. Да, медведь, ну, нафиг, буду я. Что, все доели? Сейчас по чаю. Чай-то у нас что, на печки убрали-то? Надо поставить, чтобы печка уже в ночном режиме шается. То можно опять закрывать дверь. Ну да. В термосах у нас чай есть, да? Угу, полный. Я что-то уже наелся, напился уже, наверное, по Чайковскому хорош. Ну, в наших условиях такой дом не годится. Откуда стоишь? Ну что, давайте закругляться Да. по Чайковскому. И доброй ночи, спокойной ночи. Завтра с утра опять полный день, рабочий день, так называемый. И завтра мы посмотрим по термометру, по градуснику. Останемся мы или Утром домой два- поедем. Утром 25 точно будет. Так что до завтра, друзья. Вот такой вот скучный день был сегодня. Да, Ну, очень. обычный день, рабочий день. Время даром не теряли. Дело Да, нужное дело. хоть узнали, что здесь и окунь есть. Да, окунь, щука есть. На балансир такую щуку поймать только из-за этого Удовольствие. день, да. Я согласен. Приятно было тащить. Все, друзья, до свидания. До завтра. Пока-пока. Рідна мати моя, ти ночей не діспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зарі проважала, і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зарі проважала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Я візьму той рушник, розстелю, наче долю, в тихім шелесті трав, щебетанні дібров, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, і вірна любов, і на тім рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і твоя материнська любов. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Спасибо. Я как понял, эта песня про мать? О матери. О матери, да. Друзья, сегодня
Воскресенье, 29 ноября, последнее воскресенье ноября. Сегодня праздник, День матери. Давайте этот день вспомним о наших матерях. Мать — это самое ценное, самое драгоценное, что есть в жизни у любого человека, которая нам подарила жизнь, которую мы будем помнить всегда. К сожалению, что Ивана Григорьевича, что моей матери уже нет в живых. Это очень печально. Но жизнь есть жизнь. Всегда человек появляется на этот свет, человек уходит. Но мать мы будем помнить до конца своих дней. С праздником! Поздравляю всех матерей. Дай Бог, чтобы ваши дети не огорчали вас. Дай Бог, что приносили только радость. Не болейте. Счастья, здоровья вам. На многие годы. Ну а теперь точно до свидания. Будьте здоровы. Будьте здоровы и до завтра. Вот такое вот небольшое музыкальное включение в исполнении Ивана Григорьевича. Нахлынуло, я говорю: о, Господи, Григорьевич, сегодня мы забыли сказать, что про День матери. И тут он напевает песню, говорю: стоп, стоп, подожди. И вот родилась в оконцовочке вот такая вот хорошенькая песня. До свидания, друзья. Будьте здоровы. Лежа прямо. В этот южный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок. Ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок. Я его вечерами вязала для тебя, моя добрая мать. Я готова тебе, дорогая, не платок, даже сердце отдать. Я готова тебе, дорогая, не платок, даже сердце отдать. Бурные продолжительные Аплодисменты. аплодисменты. Это Молодца, тоже Григорий. вспомнил такой про матери. Матери много песен посвящено, ну, Молодца, Григорьевич. вот мы какие только мы не шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Я служу на границе, где полярная мгла, ветер в окна стучится, путь метель замела. К нежной ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Мама, милая мама, как тебя я люблю.